Объективная информация о социально-экономическом развитии страны позволяет властям определять налоговую или инвестиционную политику, строить прогнозы, формировать индикативный план. Вот почему так важно убедиться в достоверности информации, которая поступает в госстатистику, в том числе и от бухгалтеров. Вот с этим есть свои сложности. Какие и как они будут решаться? Давайте разбираться. Все субъекты экономики по закону обязаны предоставлять финансовый отчет в органы Госстата. Однако из-за ограниченности ресурсов досконально проверить и обработать поступающие отчеты в Госкомстат не представляется возможным. При этом Абхазия сохранила метод сплошного статнаблюдения. Это когда стат-отчетность должны сдавать все респонденты. В соответствии с законом о бухгалтерском учете все предприятия и организации, кроме бюджетных и банковских, они сдают бухгалтерскую отчетность в органы статистики вместе со статистической отчетностью. Но у нас такая ситуация, предприятия из года в год растут, количество растет, и проблемы, а мы при этом сохранили, у нас ведь небольшое государство, сплошную учетность, то есть все предприятия, организации сдают отчет, они из года в год растут, их количество, естественно, штаты у нас не растут, и всегда бывает проблема с приемом отчетности. Но не все сдают отчетность, кое-кто сдает, и сдают, как правило, обычно в последнюю неделю, в последние дни. И проверить досконально, вот, соблюдая все формальности, на арифметические погрешности, на правильное составление отчетности, когда над головой там человек 10 стоят, всегда у нас бывает, что не до конца проверяется отчетность и принимается. Это, конечно, в свою очередь искажает и данные статистической отчетности. Мы формируем из данных бухгалтерской отчетности сводные показатели о деятельности там, в разных сферах деятельности, по видам экономической деятельности, по принадлежности к той или иной территории, и могут, естественно, погрешности быть. Госстатистика запускает пилотный проект и переводит бухотчетность в цифру. Теперь не надо никуда идти. Достаточно зарегистрироваться на сайте, внести данные, а программа сама проверит их достоверность и полноту. Каждый бухгалтер, отправляя отчетность из электронного сервиса, должен получить уведомление о принятии документа. Если вдруг отправленный отчет не соответствует каким-либо требованиям, то программа уведомит, что документ не принят. Преимущества очевидны. Одной из инициатив программа по приему электронной отчетности предприятий и организаций, бухгалтерской отчетности и статистических данных в электронном виде, она является одним из результатов по строительству цифровой аналитической платформы в Госкомстате, которая, в свою очередь, в принципе, является ответом на вот те современные вызовы, которые ставятся сегодня перед статистическим производством в республике. Когда статистическая служба, она, удовлетворяя потребности государства в качественной информации, должна в то же время реагировать и на запросы научного сообщества, образовательных учреждений, общества в целом, да, в получении информации о том, что у нас происходит в экономике, и не только в экономике, потому что помимо экономической информации, экономического рода, да, статистическая служба, она является также поставщиком и производителем информации и об других аспектах жизни нашего общества. Программа по приему электронной отчетности, она направлена, ее пользователями являются предприятия и организации, которые ранее направляли отчетность на бумажном носителе. И здесь мы решаем несколько задач. В первую очередь это удобство респондентов, когда они теперь могут со своего рабочего места в электронном виде направить информацию в Госкомстат. Это бухгалтерский баланс, приложение и пакет статотчетности. Я об основных целях скажу. На самом деле их много, да, и как сегодня много модно говорить, термин цифровизация, он
решает множество проблем. Но мне более удобен термин информатизация, потому что цифровизация как бы лежит в основе, но нам надо получить новую информацию. Вторая такая вот основная цель, это, конечно же, вот я сказал об этом, это удовлетворение потребностей, возрастающих потребностей государства в получении достоверной информации. Потому что в рамках вот этого программного комплекса, в отличие вот от многих других систем, такие системы есть в мире. И вот мы, общаясь с нашими коллегами в России, столкнулись с тем, что мы можем по-новому решить эту проблему приема электронной отчетности, ну, отчетности в электронном виде. У нас параллельно решена задача проверки достоверности информации, потому что вот баланс, он при формальном соответствии правилам учета, он может быть все же недостоверным. То есть у нас есть система, подсистема искусственного интеллекта, которая решает задачу проверки баланса на предмет достоверности. Как на практике будет работать программа? Для бухгалтеров сложности в ее освоении не возникнет, уверяют разработчики. В результате вот для простого пользователя, да, как бы, который вот, сотрудника организации, бухгалтера, который направляет отчетность, вот на практике получается так, что он, не выходя из дома, может направить отчетность, причем система сразу проверит на соответствие там, инструкции по правилам заполнения бухгалтерского баланса. В онлайн-режиме там все ошибки будут показаны ему красненьким. Если он хочет в режиме ручного ввода заполнить, он может также, то есть предприятия и организации могут подготовить свои учетные системы и направлять отчетность в форме пакетного файла. То есть есть некоторые организации, у которых есть собственные учетные системы автоматизированные, и они там формируют баланс. И эти системы в состоянии формировать как бы транспортный файл, который наша система умеет принимать. Вот эти все материалы о форматах, да, рекомендациях, наших инструкциях для пользователя, они все опубликованы у нас на сайте. Там заведен раздел «Электронная отчетность». Там можно получить сведения о форматах, об инструкции пользователя, я уже сказал. И что важно, мы, конечно, будем еще там размещать материалы, которые направлены на поддержку наших пользователей. Это видеоролики, обучающие ролики, которые дадут представление о том, как работать с системой. Это первый раздел баланса, актив. Здесь буквально нажатие каждой кнопочки, оно приводит к обмену данными с нашим сервером. Эти данные уже у нас. То есть, и вот есть ошибка здесь, вот видно, то есть у нас отрицательная остаточная стоимость, чего не должно быть. Вот по такому принципу, в принципе, работает. Сразу же он может видеть, бухгалтер может видеть состояние своего баланса по активу. Ну, в целом и баланса, в том числе, но и итоги актива. Она очень удобна, в самом деле, тем бухгалтерам, которые более реальную отчетность, достоверную отчетность составляют, опытные бухгалтера. А те, которые избегают какие-то нюансы, связанные там, или неправильно оформляют, не в соответствии с инструкцией ту же отчетность, у них, конечно, будут первое время проблемы. Но проблемы, знаете, как мы ведь все такие эмоциональные. Вот приходят, и почему это не так, вот ты им говоришь, где неправильно, они могут и не исправить, и вообще не прийти. И еще, знаете, как тон неприятно слышать, как будто это наша обязанность, что, или мы виноваты в том, что он неправильно оформил отчетность. А тут у нас такого конфликта уже не будет, и люди будут спокойно работать, и даже вот вопрос сбора информации. Если мы это все вручную делали, теперь сама программа будет те же цифры разбрасывать, скажем, по видам деятельности, по территориям сбора информации и так далее. У нас другой уровень работы будет, более аналитичный, более научный. Для органов статистики бухгалтерская финансовая отчетность является одним из источников информации для составления различных показателей.
Поэтому этого проекта мы ждали давно, и всем практикующим бухгалтерам это очень важно. Во-первых, информация нажатием одной кнопки попадает во все структуры, и налоговые структуры, и органы государственной статистики. Это позволит оперативно влиять на решение любых проблем. Это даст эффективность управленческому решению, это возможности определения и достоверности финансовой информации. Сегодня к финансовой информации предъявляются очень жесткие требования не только со стороны государственных органов, но и для инвесторов. Им нужна достоверная информация о деятельности компании. Те, кто хотят инвестировать, им нужна очень прозрачная информация. Я думаю, через электронную информацию это один из этапов работы, позволят своевременно получать нужную информацию, а с другой стороны появится возможность определения ее достоверности. Есть различные математические аппараты, способы, программы, которые позволяют это сделать. Я думаю, и для бухгалтеров высвобождается время, потому что не нужно ходить в различные инстанции, потому что обычно бухгалтер должен обратиться сначала в статистику, потом обратиться в налоговые органы, пройти пока все эти инстанции, на это уходит много времени. Здесь в один рабочий режим все можно получить. И можно проконтролировать эту информацию, своевременно получить эту информацию. Но я думаю, что это один из первых шагов цифровизации. В России бухгалтерская электронная отчетность – это не новое, уже с 2013 года это используется. Мы давно ждали этого проекта, и слава богу, он уже у нас есть. И отрадно, что его разработали наши специалисты, наши программисты, и они учли все нюансы, которые будут определяться в учете. Я думаю, эта электронная отчетность, она для коммерческих предприятий, и дальше эти процессы пойдут глубже и шире. На сегодняшний день, я думаю, для Абхазии это хорошие показатели, и я думаю, эффективность работы повысится не только главных бухгалтеров, но и эффективность работы органов, которые обрабатывают эту информацию. Неверные сведения или умышленное искажение финансово-хозяйственной деятельности предприятия влияют на обобщающие экономические данные, на профессиональном языке – сводные показатели. Если, например, оформляют в документе, что заработная плата среднемесячная, там расчетные показатели, получается 800 рублей в месяц, конечно, это неправильные цифры. Или там до 5000. Мы знаем, что сегодня минимальная потребительская корзина намного выше, но не менее 10 тысяч. Естественно, мы знаем, что в организации люди, которые получают иногда и 50 тысяч заработную плату, они в отчете стараются меньше указать. Где-то там 5 тысяч, иногда и 1000. Это вообще недопустимые вещи. И более того, бывает, что не в полном объеме заполняет саму отчетность. То есть если сам баланс где-то заполнен, его расшифровки вообще могут отсутствовать. У нас есть случаи, когда человек через почту, связь, пересылает документы, и там несколько листов вообще отсутствует отчетности. При этом обратная связь отсутствует, то есть он физически не присутствует. А тут через коммуникационные связи и сама программа подсказывает бухгалтеру. То есть пока не будет полносборной информации, программа ее не примет. На разработку программы у местных программистов ушло около года. Они же разработали меню и цветовые гаммы для разных возрастных групп пользователей. Вот этот интерфейс программы – это отдельный ресурс, который был создан в результате отдельного исследования. У нас пользователи, то есть отправители информации, там разные возрастные группы, и мы должны были создать наиболее благоприятные условия для всех. Да, поэтому была разработана специальная модель различных интерфейсов, то есть цветовых гамм. Это очень важно. То есть может выбрать любую цветовую гамму, удобную себе. Вот и работать, например, в такой. Бухгалтера давно пользуются программными документами.
У нас очень много электронных документов, по-моему, им будет несложно. Может быть, требования возрастут к обработке информации, к увязке показателей в бухгалтерском балансе. Может быть, на первом этапе будут какие-то трудности, но я думаю, в целом и бухгалтера будут довольны этим, потому что высвободится время бухгалтера нужно направлять не только на обработку информации, но ее нужно дальше анализировать, прогнозировать ситуацию компании, то есть у них будет больше времени на это. Я думаю, что электронная отчетность, она во многом будет способствовать улучшению деятельности и государственной статистики. Им будет легче обрабатывать информацию. Информация будет, ручная обработка информации, естественно, электронная обработка информации, насколько повысится их производительность труда. Это производительность труда и для госорганов, и для государственной статистики. Цифровая бухгалтерская и аналитическая система будет запущена в тестовом режиме в начале в столице. Сейчас мы привлечем заинтересованные организации, заключим с ними договора и проведем на территории города Сухум сперва, да, отсюда возьмем эти организации. И на их профилях мы протестируем, на их информационных профилях мы протестируем эксплуатационные качества. Вот. Понятно, что мы там заложили масштабируемость, отказоустойчивость на большие данные. Здесь, кстати, в целом вот в рамках цифровой аналитической платформы у нас подсистема больших данных построена. То есть, в принципе, это, наверное, такая глобальная для страны вот система, которая мы ее строили с учетом того, что она должна была быть способна предоставлять данные, вот я говорил, там, научным сообществам, образовательным учреждениям, другим потребителям, да, статистической информации. И она должна уметь была обрабатывать большие данные и должна уметь отдавать большие данные, что немаловажно. Вот эти характеристики тоже заложены в программу. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что сейчас вот мы тестирование будем проходить, возьмем разные по природе, у которых разная как бы учетная система и природа учетной деятельности разная. Мы протестируем на ряде первых организаций. И я думаю, где-то до конца года мы уже перейдем в режим такой активной, да, переход. То есть мы тестовый период закончим. Все этапы тестового периода мы к концу года закончим. И тогда уже можно будет говорить о полномасштабности и покрытии как бы уже всей территории страны. Возвращаясь к теме отчетности. По словам Камы Гогия, слабое звено – проверка правильности оформления бухгалтерской отчетности. По закону должна проводиться аудиторская проверка. По факту проверка бухгалтеров ограничивается налоговыми органами, которые выясняют правильность отчислений налогов и страховых взносов. Бухгалтера вообще несут ответственность за правильность, полноту составления бухгалтерской отчетности. Но их обычно в течение года или там, один раз в 2 года проверяют, как правило, налоговые службы, но в основном их проверка больше связана, акценты смещаются на правильность начисления налоговых платежей. Сам момент, связанный с правильностью формирования бухгалтерской отчетности, у нас нет такой уполномоченный орган, который бы проверял. В законе о бухгалтерском учете прописано, что нужны аудиторские заключения. Так как у нас аудиторская деятельность так и не заработала, нет нормативных документов, кроме самого закона. И поэтому правильность оформления бухгалтерской отчетности – это весьма слабый такой вопрос у нас. Но проблема не только в отсутствии независимой проверки бухгалтерской отчетности. Из около 7 тысяч зарегистрированных юрлиц в республике отчетность в госстатистику предоставляют около 2000 организаций. Но самое любопытное – многие показывают финансовые результаты со знаком минус. Все несостыковки распознает информационная система. Буквально 1/3 часть зарегистрированных предприятий сдают отчетность.
А вы знаете, что из той 1/3 части, 1/3 часть фактически там 27-30%. То есть можно говорить четко, 1/3 часть показывает прибыль, 1/3 часть убыток и 1/3 часть так называемые нулевые балансы. При этом мы встречаемся с таким явлением, как многие бухгалтера, я не знаю, умышленно это или неумышленно, финансовый результат выводят убыточно, когда у них нет вообще процесса реализации. Это неправильная проверка. То есть получается, из тех, кто сдают отчетность с убытком, с финансовым результатом отрицательным, некоторые просто подводят к этому. А программа будет смотреть, если нет реально выручки от реализации, то финансовый результат там не выводится. А у нас есть, которые стараются убыток показать, то есть чисто математически подходят к вопросу определения финансового результата. То есть выручки нет, 0 минус затраты – это убыток. Это неправильный подход и не соответствует никаким нормативам. Есть специальные инструкции, где это прописано, что в отсутствии, скажем, выручки от реализации финансовый результат не выводится. Бывают даже случаи, когда сдают нам одну отчетность, а налоговую иногда проходит другая отчетность. Такие факты тоже мы сталкивались с такими вещами. То есть после нашего штампа отчетность должна быть идентична, та же отчетность бухгалтерская должна попадать в налоговые службы. Но это, как бы, знаете, процесс связан с тем, чтобы собирать, была бы возможность собрать статистическую отчетность. Если они не будут сдавать бухгалтерскую отчетность, а бухгалтерская отчетность сдается вместе со статистической отчетностью, никакую статистику мы собрать не сможем. Вот такая проблема. Конечно, объективная, необъективная, маломальская, вообще ничего не сможем. Вне статучета оставались индивидуальные предприниматели, для которых система налогообложения более упрощена, чем для юрлиц. Оттого предпринимателям было выгодно менять организационно-правовую форму. Естественно, это влияло на расчеты ВВП, стат-показатели, куда, среди прочего, не попадали данные по количеству работающих или занятых в ИП людей. Вопрос был решен с вводом программы по учету индивидуальных предпринимателей. Вот на этом фоне как определить реальное число занятых в республике. Кама Гогия говорит, необходимо менять подходы в сборе информации и доработать трудовое законодательство. Нам надо переходить на новые формы сбора информации, то есть исходя из того, что у нас есть в экономике. То есть если те же ООО и государственные бюджетные организации, кредитные, мы от них можем получить количество, скажем, работающих, но это, извините, небольшой процент. Это получается где-то 27-30% от трудоспособного населения Абхазии. Вы поняли? Но реально у нас больше занятых. Если у нас в 3 раза больше индивидуальных предпринимателей, при этом мы тоже не знаем, все ли они так же, как юрлица, могли зарегистрироваться, но и не действовать дальше. То есть из тех, кто действует, я думаю, не меньше, чем официально занятых юрлиц, там тоже немало работающих. То есть фактически, я думаю, 50-60% от зарегистрированных ИП и ООО от трудоспособного населения у нас будет. Но еще, если мы будем учитывать, что раньше сельское население тоже было занято в колхозах, совхозах, отчетность шла по деятельности. Да. А теперь у нас в селах нет ни колхозов, ни совхозов, даже фермерских хозяйств у нас не так много. Но, тем не менее, у нас есть люди, которые посадили целые плантации мандарин, имеют орешники, имеют и сельхозкультуры, они обеспечивают свою семью. И даже для рынка у них есть, которые конкретно на рынок работают, и на вывоз и так далее. Они вообще нигде не учитываются. То есть мы, если знаем, что есть у нас сельское население, то мы ввели новые формы по хозяйственных книг, и там мы будем уже выводить методом расчета трудоспособное население. А мы знаем, что в деревнях не только взрослые трудоспособные работают, там и пенсионного возраста работают, и дети уже школьного возраста помогают в семьях, и они тоже заняты. То есть у нас тут не стоит вопрос безработицы, вопрос стоит занятости. Это очень важно.
Я думаю, у нас уровень занятости не маленький. Но у нас нет таких общеметодологических подходов, кто является занятым. То есть у нас в теории, там, скажем, в законодательстве не прописано, у нас даже не прописано, кто является безработным. Вы понимаете, где мы пропадаем, не можем взять и зацепиться за какой-то пункт. Мы сами сидим и разрабатываем эту методологию. У нас есть много сезонных работников. У нас в Абхазии вообще это такая сфера, где есть зимние сезонные работники, это когда сбор мандаринов, там, перевозка и так далее. У нас есть сезонные работники летнего периода, когда в сфере курорта и туризма очень так сезонно люди из деревень выезжают и работают в курортной сфере, и в сфере услуг работают. У нас есть осенние сезонные работы. У нас и даже и весенние уже появились люди, там спашка и так далее, у них сезонная занятость. У нас есть люди, которые вообще не определены, что они работают. Это люди, которые, как вы сказали, самозанятые. Кто-то нянькой работает, кто-то там услуги оказывает там какой-то семье по уходу, скажем, за лежачим. Методологии обследования занятости проводят в одно и то же время, там поквартально обычно проводят выборочное обследование занятости населения. Это стоит отдельных денег, это отдельная программа. Мы в прошлом году включили и приняли эту программу. С этого года мы сейчас методологией занимаемся. Это очень сложная работа, потому что в законодательстве у нас много проблем. И будем с этого года начинать такой пилотный проект обследовать занятость населения. Госстатистики планируют завершить переход на бухгалтерскую информационную отчетность до конца года. Это снизит нагрузку на сотрудников Госстата, избавит их от рутины. Это с одной стороны. С другой повысится оперативность сбора информации, а главное качество и достоверность.